Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар жана журналисттер. Бүгүнкү күнү мен Улуттук банктын эсептик чен боюнча чечим жөнүндө кыскача маалымат берип коеюн. 24 августта Улуттук банктын башкармасы эсептик ченди 5% деңгээлинде сактоо чечимин кабыл алды. Бул чечим Улуттук банктын биздин ички базарыбыздын жана тышкы базарларда болуп аткан окуялардын баарын эсепке алып, анализ жасалып, ошол негизинде кабыл алынган. Апрель айында байкалган инфляция көрсөткүчү жогорку чекке 8,6%га чейин жетип, инфляциянын жылдык көрсөткүчү 2020 жылдын 14 августуна карата 4,9%га чейин төмөндөгөн. Улуттук банктын божомолу боюнча жылдын аягына чейин Улуттук банк койгон максаттуу коридорго 5-7%га чейин кирет деп божомол кылып атабыз. 2020 жылдын январь-июнь айларынын жыйынтыгы боюнча реалдуу ийдоонун 6,1%га төмөндөгөн. Кумтөрдү эске албасак, экономикабыздын төмөндөсү 7,7%ды түзгөн. 2020 жылдын январь-июнь айларына өлкөгө акча которуулардын таза агылып кирүү агымы 763 миллион долларды түзүү менен 13,1%га төмөндөгөн. Бүгүнкү күнү валюта рынок стабилдүү. Бүгүнкү күнү Улуттук банктын алтын валюта резерви өзүнүн тарыхый максималдуу деңгээлине 3,1 миллиард АКШ долларына жеткен. Бул мындай жалпак тил менен айтып келсек, Улуттук банктын түзүлүшүнөн баштап бүгүнкү күнгө чейин эң көп көрсөткүч болду. 3,1 миллиард доллар бул биздин өлкөбүздүн 6,5 же 6,5 айдын импорттун төлөөсүн камсыздоого жетет. Бул аябай жакшы көрсөткүч. Бул биздин өлкөбүзгө, биздин калкыбызга жана биздин валюта рыногубузга аябай жакшы таасирлерин көрсөтөт. Биринчи жарым жылдыкта банктардын депозиттик базасы 9%га көбөйүп, 164,5 миллиард сом түзгөн. Банктардын кредиттик портфелинин алгылыктуу динамикасы да байкалган. Алардын жалпы көлөмү ушул жылдын январь-июнь айларына 4,7%га өсүп, 153 миллиард сомго чейин жеткен. Депозиттердин долларлашуу деңгээли июнь айында 40,6% түздү, кредиттердин 34,1%га чейин төмөндөдү. Улуттук банк ички жана тышкы чөйрөдөгү экономикалык кырдаалга мониторинг жүргүзүп, туруктуу негизинде баа берип турат. Кандайдыр бир тобокелдиктер орун алган учурда Улуттук банк алардын кесепеттерин жумшартуу үчүн жетиштүү инструменттерге ээ. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели и журналисты. Рад приветствовать вас на сегодняшнем брифинге, посвященном решению правления Национального банка
о размере учетной ставки. 24 августа 2020 года правлением Национального банка Кыргызской Республики было принято решение сохранить размер учетной ставки на уровне 5%. Принятие данного решения по учетной ставке Национального банка было основано на прогнозах инфляции и прогнозах развития внешней среды и внутренних условий. На текущий момент мы все наблюдаем замедление роста цен. По состоянию на 14 августа 2020 года показатель годовой инфляции снизился до 4,9%. После того, как достиг пика в апреле текущего года до 8,6%. В апреле был пик инфляции, связанный с ажиотажным спросом со стороны населения на товары первой необходимости в связи с введением ограничительных мер. Национальный банк ожидает, что среднее значение инфляции к концу 2020 года будет находиться в среднесрочных целевых ориентирах, установленных Национальным банком, и достигнет коридора в пределах от 5 до 7%. Несмотря на постепенное восстановление экономической активности в мире, ситуация во внешнем секторе остается неизменной и очень неопределенной. Ожидается, что возврат экономик к докризисным уровням займет более длительное время, чем это прогнозировалось ранее. Экономика Кыргызской Республики остается подверженной влиянию внешних и внутренних факторов. Показатели экономической активности страны продолжают находиться в отрицательной зоне. Но по мере возобновления работы бизнеса мы видим более быстрое восстановление уровня ВВП. По итогам января-июля 2020 года реальный валовый внутренний продукт снизился на 6,1%, без учета предприятий Кумтор падение составляет 7,7%. Объем притока денежных переводов в страну ожидается ниже прошлогодних значений. Так, например, по результатам января-июня 2020 года чистый приток денежных переводов в страну снизился на 13,1% и составил 763 миллиона долларов США. Финансовый рынок сохраняет устойчивость и благодаря предпринятым Национальным банком монетарным и макропруденциальным мерам будет оставаться устойчивым. Волатильность на валютном рынке снизилась, межбанковский денежный рынок остается активным. Национальный банк в соответствии с поручением президента Кыргызской Республики Сооронбая Шариповича Джеймбекова последние 2 года увеличил активность по покупке золота на внутреннем рынке Кыргызской Республики за национальную валюту. Предпринятые меры в Национальном банке позволили нарастить размер золотовалютных резервов Кыргызской Республики до 3 миллиардов долларов США. Если быть точнее, на сегодняшний день золотовалютные резервы Кыргызской Республики составляют 3 миллиарда 82 миллиона долларов США, что позволяет покрыть импорт страны на 6,5 месяцев. Это исторический максимум уровня золотовалютных резервов страны с момента создания Национального банка
Кыргызской Республики. Национальный банк и далее продолжит политику по наращиванию золотовалютных резервов путем активного присутствия на рынке драгоценных металлов. Кроме того, есть ряд показателей, которые характеризуют устойчивое развитие банковской системы. Депозитная база и кредитный портфель коммерческих банков демонстрируют поступательный рост. Депозитная база банков за первое полугодие выросла на 9% и достигла 164 миллиарда сомов. Также отмечается положительная динамика кредитного портфеля банков, общий объем которого за январь-июнь текущего года вырос на 4,7% и составил 153 миллиарда сомов. Уровень долларизации депозитов и кредитов, который был повышен в марте и апреле 2020 года, на текущий момент демонстрирует постепенное снижение. Долларизация депозитов составила 40,6%, долларизация кредитов составила 34,1%. Эти показательства свидетельствуют о том, что население Кыргызской Республики доверяет банковской системе, и банковская система, в свою очередь, поступательно развивается. Кроме того, в соответствии с рекомендациями Национального банка по реструктуризации кредитов для помощи бизнесу и граждан, пострадавших от последствий пандемии COVID, были предприняты следующие меры. Более 50% кредитного портфеля всех банков и микрофинансовых компаний были реструктуризированы. Общая сумма реструктуризированных банками и небанковскими финансовыми институтами кредитов составила 80 миллиардов сом, что практически составляет 200 тысяч кредитов. Но эта работа будет продолжена. Национальным банком даются разъяснения как коммерческим банкам, так и микрофинансовым институтам о недопустимости наложения штрафов, пени за просрочки, о необходимости реструктуризации кредитов по заявлению граждан и бизнеса, пострадавшего от пандемии. Данная работа будет продолжена. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к гражданам Кыргызской Республики. При возникновении вопросов по реструктуризации просим обращаться в коммерческие банки и в Национальный банк Кыргызской Республики. В Национальном банке Кыргызской Республики создан отдел по защите прав потребителей. Он уже функционирует несколько лет, и ни одно обращение гражданина или бизнеса не остается без рассмотрения. Национальный банк на постоянной основе проводит мониторинг и оценивает экономическую ситуацию на внутреннем рынке и внешнем секторе. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк располагает достаточным инструментарием и действиями для смягчения последствий. Благодарю за внимание. Спасибо большое за внимание.